А сейчас настало время нашей специальной рубрики «Хэштег 007». И я передаю слово своей коллеге Светлане Спириной. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ришат. Приветствую всех зрителей программы. Итак, начнем. Завершено голосование на втором этапе проекта «Великие имена России» по присвоению международным аэропортам имен выдающихся земляков. Идею поддержал на неделе Рустам Минниханов. Жители Татарстана выбрали из 40 претендентов свои варианты имен для аэропортов Казань и Бегишево. Так, в лидерах Казани Михаил Девитаев, Гавриил Державин, Мусад Джалиль и другие. А вот для Бегишева татарстанцы выбирают имена Владимира Бехтерева, Кулгали и Николая Лимаева. Экспертный совет на базе Общественной палаты Татарстана отберет короткий список претендентов для дальнейшего голосования. Окончательные результаты станут известны 5 декабря. Напомню, что в проекте участвует 45 российских аэропортов. Кстати, в США около 60% аэропортов названо в честь государственных деятелей. Аналогичная ситуация в Европе. Там имена исторических персон носит треть воздушных гаваней. Кстати, президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам сентября вошел в топ самых цитируемых губернаторов-блогеров, поднявшись на одну позицию. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия». 4 первых позиции в рейтинге остались неизменными. Их занимают мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Крыма Сергей Аксенов. Фильм «Праздник» Алексея Красовского вызвал общественный резонанс в социальных сетях. В сюжет картины вошла история семьи с размахом, встречающей Новый год в блокадном Ленинграде. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму. Турчак настаивает на том, что есть темы, над которыми нельзя шутить. И снимать комедию о событиях, когда погибли сотни тысяч человек, верх цинизма и глумления над историей собственного народа. Владимир Мединский сообщил СМИ, что судьбу фильма «Праздник» будут решать только после того, как готовый материал будет сдан в Министерство культуры. Первый выход новейшей подлодки «Казань» в море попал в кадр. В России начались заводские испытания атомного подводного крейсера «Казань». Субмарину заложили на северном машиностроительном предприятии в Северодвинске в 2009 году. Планировалось, что «Казань» поступит в Минобороны России в декабре 2017 года. Дмитрия Хворостовского вспоминали на неделе. Лучшему баритону планеты могло исполниться 56 лет. Он ушел из жизни год назад. Аида Грифулина, заслуженная артистка Татарстана, солистка Венской оперы, выложила в сеть видео в память о Хворостовском. Напомним, великий оперный певец выступал в Казани, в том числе и на открытии универсиады. Светлая память. И, Ильшат, у меня в связи с нашей рубрикой 007 вопрос, как вы относитесь к идее переименования аэропортов? Очень много разных мнений. Вы знаете, я отношусь положительно и с удовольствием бы прилетел в аэропорт имени Минтимира Шаймиева. Но это мое личное мнение. Ну, вот там народное голосование. Я прилетела в аэропорт имени Михаила Девитаева. На этом у меня все. Передаю слово вам. Черное озеро. По будням в 21:00.